Почти все котельные Усть-Вымского района могут запуститься хоть завтра. Из 18 водогрейных объектов только одна остается в процессе подготовки – Вайкина. Правда, и работы здесь проводят капитальные. Замена конвективной части одного из котлов. Именно здесь нагревается вода, которую потом насосы гоняют по трубам и батареям. Сердце котельной обеспечивает теплом село уже 30 лет, тогда как срок эксплуатации – 20. Деньги на замену, несмотря на все усилия властей, не могли выделить 3 года. В этом году более 1 300 000 все же нашли. Тянуть с решением проблемы стало опасно. Старая конвективная часть этого котла отработала уже все нормативы с 1987 года. Не раз уже ее ремонтировали. Часть труб изрядно забита, поэтому для стабильности работы, для повышения КПД и снижения расхода газа менять ее было уже просто необходимо. Котельная готова процентов на 70. К 31 августа котел обмуруют и сдадут. Конвективную часть заменили также и на второй Микуньской котельной. На третьей капитально отремонтировали ветхое здание. А в Студенце и Черном Яре вместо 4 старых угольных котельных появились 3 новые блочно-модульные газовые водогрейные объекты. Теплом они снабжать будут эффективнее и дешевле. Замена сетей по общереспубликанским требованиям на это лето уже выполнена более чем на 100%. Но у местных тепловиков еще есть и свои планы сверх нормы. По ним тоже дело близится к завершению. Мешает погода. Мало того, что конец отопительного сезона перенесся с 15 мая на 2 июня, так еще беспрестанно льют дожди, а большинство теплотрасс подземные. В прошлом году усть-вымские тепловики поменяли 4,5 километра сетей. В этом году цифра меньше – 2,5. Но при этом больше диаметры, а магистрали серьезнее. То есть, если раньше были нацелены на какие-то километражи, чтобы бегом-бегом успеть и избавиться от аварийности, то теперь немножко переходим к регламенту. То есть замена труб происходит по новым технологиям. То есть не просто неизолированная труба, а укладывается изолированная. Укладывается по технологиям, включающие в себя и термоусадочные муфты. То есть все, что в нашем современном обществе, нашей промышленности применяется, мы тоже применяем. Соответственно, увеличится долговечность, увеличится надежность. То есть вложившись один раз сегодня, если старая труба проживала 10-15 лет, то наша труба будет жить, я понимаю, 30-40 должна быть. При испытаниях сюрпризов не было. Трубы рвались там, где их как раз собирались заменить. Разве что в селе Усть-Вымь пришлось поработать дополнительно. Тепловики отмечают, если не снижать темпы, то за 4 года в районе сети обновятся полностью. Можно было бы сделать еще быстрее, но тормозят долги потребителей. Население не выплатило тепловикам 130 миллионов рублей. Здесь есть уже долги, которые на сегодняшний день к взысканию не подлежат. В этой цифре сидят. Но тем не менее долги большие. Работа ведется претензионная прежде всего. Возрастает количество судебных исков. Но, к сожалению, законодательство нам дает только вот эти вот узкие рамки работы с населением. Другие какие-то профилактические меры, но они, к сожалению, не срабатывают. Хотя мы регулярно в своих средствах массовой информации призываем, говорим об этом гражданам. Но, по крайней мере, ситуация остается стабильной, но какой-то динамику к улучшению, к сожалению, констатировать нельзя. Несмотря на это, отставания от графиков нет. Если в прошлом сезоне кое-где запустились только 31 сентября, то в этом году 1 сентября тепло будут готовы дать в каждый подготовленный объект. Все бюджетные организации, в том числе и учреждения образования, готовы на 100%. Проблемы есть с жилым фондом. Промывку внутридомовых сетей отопления, как сообщала местная газета «Вперед», в нескольких поселках выполнять просто некому. Ветхий жилфонд не хотел обслуживать ни одна компания, а времени осталось немного. До 15 сентября за подготовку к зиме придется отчитаться перед республикой. Поэтому власти района активно решают проблему. В Казлуке коммунальщики уже работают. Договорились с компанией также и по поселкам Дона-Йоль, Ильяшор и Вижайка. Константин Куратов, Вячеслав Беспалов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.